На календаре 27 апреля. Активисты Чувашского национального конгресса в рамках федерального грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России» находятся с рабочей поездкой в Тюмени. Мы прибыли на первую площадку Тюменский индустриальный университет, где мы проведем серию встреч. Сегодня также у нас подписание соглашения о сотрудничестве. Обязательно пройдут мастер-классы, творческие встречи с писателями, деятелями искусств Чувашской Республики. Мы будем знакомить жителей Тюменской области с нашей культурой, с нашим языком. И, конечно же, надеемся познакомиться с культурой и искусством других народов. Национальное достояние народов по праву – национальное достояние России. Вот уже на протяжении 27 лет в Тюменской области активно работает региональная ассоциация Чувашии «Таван». Она проводит огромную работу по сплочению наших земляков на Тюменской земле. С марта по май этого года ассоциация проводит Дни чувашской культуры, посвященные 170-летию великого педагога, просветителя нашего народа Ивана Яковлева. Утром 27 апреля наша делегация посетила музей геологии при Тюменском индустриальном университете. Большая экспозиция этого музея посвящена нашему земляку, уроженцу Мариинско-Посадского района Ивану Лебедеву. Он является первым профессором, основателем геологической науки на Тюменской земле. Сотрудники музея с большим удовольствием рассказали об экспонатах и о нашем земляке. Теперь дело первого профессора геологии здесь продолжает его ученик, односельчанин Евгений Максимов. Про Ивана Викторовича я уже раньше знал, что мне один его доцент подсказал, что он чуваш, приехал родился в деревне Тагаева, Мариинско-Посадского района. Вот, конечно, я сначала не поверил, а он говорит, не веришь. Вот. Потом, значит, работали вместе на факультете, геолого-разведывательном факультете, и готовили кадры, в основном геологов-нефтяников и геофизиков. Было приятно, что выходцы из Чувашии вносят огромный вклад в науку и на Тюменской земле. Иван Викторович Лебедев был душой не только педагогического коллектива, но и душой студентов. Он всегда говорил о том, что нашу молодежь нужно обучать не только наукам, но и культуре, потому что именно по уровню культуры судят о развитии народа, о развитии человечества. Гостей из Чувашии пригласили в Тюменскую областную думу. Здесь делегация из Чувашского национального конгресса познакомилась с экспонатами выставки, посвященными Ивану Яковлеву и чувашской культуре. Тут же состоялась рабочая встреча первого вице-президента ЧНК с руководителем Общественной палаты Тюменской области Геннадием Чеботаревым и его заместителем Светланой Ярославовой. В этом году мы планируем, и регионы будут, конечно, поддерживать. Это Николай Федорович Угаслов, наш президент, его начинанием. Мы хотим поставить в Республике Крым памятник «Скорбящая мать» нашим воинам, которые остались там в 41-44 годах. Это очень идейно, красивый памятник будет. Сейчас как раз работаем над этим, то есть камень сейчас и в августе собираемся этот памятник уже открывать. Но в нашей общественной палате одна из самых таких эффективно работающих комиссий – это комиссия по укреплению межнационального мира и согласия. Возглавляет ее ректор Института культуры и искусств Шишкин Игорь Геннадьевич. И он же возглавляет Координационный совет национально-культурных автономий, в котором, конечно же, активную роль играет и чувашская автономия. Встреча прошла продуктивно. Стороны поделились информацией о деятельности своих организаций и обменялись подарками. Одним из пунктов программы пребывания делегации Чувашского национального конгресса в Тюменской области было подписание соглашения о культурном сотрудничестве Чувашского национального конгресса и Координационного совета национально-культурных автономий и общественных объединений Тюменской области. Договор о сотрудничестве был подписан до начала круглого стола, где кроме делегации из Чувашии собрались члены Ассоциации Чувашей Тюменской области «Таван»,
начальник отдела комитета по национальным делам Людмила Шабанова, заместитель председателя Координационного совета национально-культурных автономий и общественных объединений Тюменской области Александр Придорожный, руководители чувашских национально-культурных автономий города Екатеринбург и Челябинск. Со стороны ЧНК договор о культурном сотрудничестве подписал первый вице-президент Валерий Клементьев. А Координационный совет национально-культурных автономий Тюменской области на процедуре представлял Александр Придорожный. Вот такие соглашения способствуют упрочению еще раз межнационального согласия в нашей Тюменской области, в нашей большой многонациональной Тюменской области. У нас проживает 150 национальностей. Круглый стол Иван Яковлев, выдающийся просветитель малых народов Приволжского и Приуральского региона, открыл президент ассоциации «Таван» Ираида Маслова. Она представила официальных лиц, присутствующих на мероприятии, и поблагодарила всех гостей праздника. На круглом столе представители Конгресса зачитали приветствие министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Константина Яковлева. От души желаю организаторам и участникам мероприятий доброго здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех делах, исполнения намеченных планов. Уява бүгін ішіндене ұрлық сывлых, телей, тада оны жүзнадов. Министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики Константин Геннадьевич Яковлев. Первый вице-президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев рассказал присутствующим о деятельности Конгресса по развитию языка и культуры чувашского народа в Чувашии и в регионах России. Национальный конгресс, мы всегда говорим, богат регионами, автономиями нашими представителями. Более 100 общественных организаций объединяет Чувашский национальный конгресс. У нас по всей России, за пределами России и даже за границей, в Эстонии, в Америке, во Франции есть чувашские культурные центры есть. У нас, я хочу вам большой привет передать от нашего президента, депутата Государственного совета Чувашской республики Николая Федоровича Угаслова. В последнее время Чувашский национальный конгресс очень много делает именно по направлению объединения наших народов, регионов. И с этой целью мы очень много делаем. В прошлом году мы ездили до Байкала и провели анкетирование, как живут наши земляки, что беспокоит их. Он подчеркнул, что получение гранта президента Российской Федерации для реализации проекта «Национальное достояние народов. Достояние России» позволяет Конгрессу шире вести эту работу в регионах нашей страны. Поэтому выезд нашей делегации в Тюменскую область стал возможным благодаря этому гранту. Также Валерий Леонидович поблагодарил Департамент культуры и Комитет по делам национальности Тюменской области за постоянную помощь и поддержку наших земляков, в частности, Ассоциацию Чуваши Таван по сохранению и развитию национальной культуры чувашского народа на Тюменской земле. О проделанной работе и о дальнейших планах по развитию проекта «Национальное достояние народов. Достояние России» на круглом столе рассказала координатор проекта Елена Светлая. Добрый день, дорогие друзья. Благодарность огромная Тюменской области, городу Тюмени, вам, дорогие друзья, за ваше гостеприимство. Надо признать, что Чувашский национальный конгресс приезжает к вам всегда с большой любовью. И наш приезд в этот раз в рамках грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России» состоялся благодаря нашей победе в конкурсе грантовых проектов, и фонд президентских грантов оказал нам данную поддержку. Мы в курсе, что ваша организация Ираида Николаевна участвует в новом конкурсе. Российская держава сильна добрым, милосердным, толерантным отношением от народа к другому. И мы, жители Чувашии, объединив на территории республики более 128 национальностей, ставим перед собой важную и значимую задачу – сохранить этот мир и гармонию отношений между людьми всех национальностей, вне зависимости от их вероисповедания, статуса, политического взгляда и пристрастий.
О значении деятельности нашего просветителя Ивана Яковлева по просвещению Чувашии и о проблемах по сохранению самобытной культуры нашего народа выступили старейшины Ассоциации Таван Владимир Логинов, Валентин Самаркин, гости из Челябинска и Екатеринбурга и многие другие. Иван Яковлевич Яковлев, оно бессмертно, для нас свято, и его слова о том, что любите Россию, она вам мать и отец, главное сказано, что надо жить в обществе. Раз мы оказались в российском государстве совместно, добровольно, и территория, та, которая приросла российская, она состоит из части чувашской, мы не являемся диаспорой, мы являемся коренным народом. Это наше самое высокое достоинство и осознание того, что мы на этой земле жили, живем и будем жить. Выступающие выражали благодарность Чувашскому национальному конгрессу, президенту Николаю Угаслову за большое внимание к регионам, так как половина Чувашии проживает за пределами республики. Кульминацией круглого стола стало выступление детского ансамбля «Таван». Дети, выросшие на Тюменской земле, с удовольствием спели чувашскую песню. Чувашская община Тюменской области, как и все другие национальности нашего региона, занимает очень важную роль в нашем этнокультурном пространстве. И развитие культуры Чувашии, развитие культуры Чувашии Тюменской области играет большую роль для нас. И для того, чтобы развивать культуру, естественно, чуваши должны иметь взаимодействие со своей исторической родиной, со своими корнями. И приезд Чувашского национального конгресса – это важная часть этого мероприятия, важная часть Дней чувашской культуры не только для Ассоциации Чувашей Таван Тюменской области, но и для нашего региона. Это, естественно, благоприятно влияет на развитие культуры, на культурный обмен. Это влияет на развитие языка. Это влияет на то, что дети, которые будут расти, дети Чувашей Тюменской области, будут сохранять историческую связь, историческую память со своей родиной, историческую связь с тем регионом, где чувашская культура развивается. День для нашей делегации закончился экскурсией по городу и фотосессиями на память. И сейчас у нас состоится туристическая экскурсия. И проведет ее нам Самаркин Валентин Петрович, член Совета Ассоциации Таван. Благодарим вас, Валентин Петрович. Мы все во внимании. Очень интересно, что же нас ждет на этой красивой реке. Ну, я вам должен сказать, это буквально где-то 5 лет назад, вот здесь, вот этого вот не было всего. Здесь вот эти дома, которые по краю реки Тура, да, стояли, они были под угрозой ухода под воду, потому что оползни были, потому что подмывало все время. И наш, губернатор Якушев решил все это дело исправить. И посмотрите, построили вот такое мощное сооружение, набережную, да, укрепили берег. Теперь вот эти вот дома, которые на берегу стоят, они ничего не боятся. Они знают, что будет все здесь прекрасно, все красиво. Это считается даже у нас в Тюменском, ну как если вот считать конкретно Тюменскую область, да, такой набережной нигде нет. Это у нас единственная вот такая вот мощная, великая набережная. И мы на этом не остановились. Мы продолжаем вот эту набережную строить еще дальше. Это еще 15 километров вдоль будет. Вот видите, там вообще набережной нет, там все заросло, да. Все это будет вот так вот. На календаре 28 апреля, а на часах 12:30. Чувашский национальный конгресс в рамках грантового проекта «Национальное достояние народов, достояние России» второй день находится в Тюменской области. И сегодня мы находимся в Заводоуковском районе. В Тюменской области 10 районов с компактным проживанием чувашей. И сегодня в этом замечательном Доме культуры будут проходить различные мероприятия в рамках марафона культурных событий грантового проекта, в которых примут наши земляки. Здесь нас ждали работники культуры, руководители кружков, ансамблей, учителя
и другие из 8 районов юга Тюменской области с компактным проживанием чувашей. Как известно, они остро нуждаются в методической и практической помощи по развитию чувашской культуры на местах. На данной площадке проходит мастер-класс по хореографии, и его ведет Наталья Викторовна Васильева. Национальный чувашский танец изучают здесь не просто так. Его обязательно будут показывать в Дни чувашской культуры в Тюменской области и, конечно же, на Акатой в Тюменской области. Женщины танцуют словно лебедушки. Чувашский национальный танец уникален. Есть движения ритмичные, есть движения пластичные. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Счет, ходьба. Меня зовут Елена Володина. Я родилась в Заводоуковске, работаю преподавателем детской школы искусств. Мне интересно посмотреть, познакомиться с чувашской народной культурой, потому что так как я преподаю народный танец, возможно использовать данный материал в постановках для своего коллектива. Рука свободная. Вот такая рука свободная. Вот такой мягкий кулачок, как на улице. Выходите, обыкновенно вот эта рука и остается. 2, 3, 4. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В рамках проекта проходит марафон культурных событий. И на данной площадке у нас мастер-класс народного творчества. Преподают наши уникальные мастерицы, активистки Конгресса. Это Роза Степанова и Раиса Васильева. Здесь у нас изготавливают украшения чувашские национальные и чувашская вышивка. Данная работа требует внимания, любви и большого-большого усердия. Хочется немножко научить нашим ученицам бисероплетению. Рассказать им о цветах, об узорах, что они означают, какие цвета мы обычно используем, потому что каждый цвет что-то означает. Это, например, синий – это цвет неба, зелень – это трава, лес. Потом желтый цвет – это цвет солнца. У вас на голове чувашское национальное украшение. Вы по национальности чувашка? Нет, конечно же, я русская. Но вам нравится наше украшение, да? Мне очень нравятся такие украшения. Я думаю, что это очень интересное занятие, очень серьезная, кропотливая работа, но она стоит того, потому что получаются очень яркие, красивые, красочные узоры, которые можно и носить как в повседневной жизни, так и использовать на праздничных костюмах, праздничных мероприятиях, украшать даже какие-то изделия быта, дома. Я коренная чувашская. Я родилась в Урнарах. У меня родители чуваши, а мать у меня дожила до 92 года. И, она знала хорошо чувашский язык. Я тоже приобщаюсь, очень люблю все национальное. И езжу на фестивали, бываю на этих мероприятиях. Чувашская вышивка, она очень ценится. Ценится, чем же ценится? Очень много швов, 65 швов на чувашской вышивке. И используются очень такие сдержанные тона цветов. Красный, зеленый, желтый, синий. И там контурный шов есть. То есть, если посмотреть на этот рисунок, сначала заполняется рисунок, узор, орнамент контурным швом, а потом заполняют нужными цветами. Вообще занятие интересное, увлекательное, просто даже остановиться невозможно. И вообще в силу того, что я преподаю в школе искусств, и на отделении изобразительного искусства у нас есть такой предмет декоративно-прикладное творчество, и мы проходим разные виды народного творчества, именно в какой-то степени даже возрождая это. И разные национальные орнаменты, узоры в вышивках, в росписях, и это все очень интересно, и детям можно будет рассказать и показать вживую, что можно сделать, и как это красиво, и как на самом деле это имеет значение большое для жителей нашей страны многонациональной.
В рамках выигранного гранта Чувашским национальным конгрессом «Национальное достояние народов. Достояние России» большая делегация из Чувашии прибыла в Тюменскую область, чему мы очень рады. Конечно же, оказанная им помощь нам очень пригодится. Это мастер-классы по проведению и по подготовке разных праздников, чувашских национальных мероприятий. Также помощь вокалистам, руководителям любительских творческих студий, как вокальных, так и хореографических. Мы еще очень рады тому, что сегодня приехали мастера декоративно-прикладного творчества, мастера по вышивке, мастера по бисероплетению и изготовлению чувашской национальной одежды. Они сегодня показали нам мастер-классы и обучались всему этому мастерству не только руководители коллективов, конечно же, и любители, активисты и тем, кому просто интересно познать новую культуру. Не успели подвести черту мастер-класса, как любители чувашской эстрады собрались в просторном концертном зале Дома культуры завода Уковска на концерте наших артистов. Выступление заслуженного артиста Чувашии Валерия Клементьева со своей вокальной группой «Самана» при Конгрессе, а также певиц Алена Агашпи, певца Вячеслава Александрова, вокалистки Розы Степановой, Людмилы Засыпкиной и Светланы Марковой покорили сердца тюменских чувашей. Чувашская культура для Тюменской области, я думаю, что это не просто как еще одна культура очередная, ну как вот все наши культуры, всех народов. Это культура, которая украшает нашу область, которая придает нашему региону особую изюминку, так как чуваши у нас уже живут несколько, испокон веков. Это уже как наши люди, то есть не приезжие из Чувашии, это уже наши родные люди. И я считаю, что без чувашской культуры уже наш регион был бы не тем. Они вложили, чуваши испокон веков вкладывают большую роль в развитии региона, в развитии экономики, в развитии образования, в развитии наших общественных отношений. Я считаю, что в регион чувашскую культуру, как и другие культуры, украшают. Долго не хотели отпускать наших артистов, но в Тюменском колледже искусств нас опять ждала доброжелательная публика, скучающая по родным песням, по родному чувашскому языку. В 18:00 на сцене этого колледжа силами наших активистов вновь состоялся концерт. До начала выступлений артистов на сцену пригласили первого вице-президента Чувашского национального конгресса Валерия Клементьева, президента региональной ассоциации тюменских чуваш «Таван» Ираиду Маслову и главного специалиста Комитета по делам национальностей Тюменской области Вальдана Якупова. Валерий Клементьев и Ираида Маслова вручили наиболее активным членам ассоциации и нашим активистам почетные грамоты и благодарности Чувашского национального конгресса, а также Департамента по культуре Тюменской области. Представитель Комитета по делам национальности Тюменской области Вальдан Якупов поблагодарил руководство Чувашского национального конгресса за постоянное внимание к чувашским национально-культурным объединениям в регионах России и выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться и впредь. Региону это дает прежде всего богатый опыт. Это дает новые возможности для развития как творческих, так и межкультурных взаимосвязей. И в деле интеграции это очень большой прогресс. То есть очень высоко. Очень рада, что мне сегодня довелось быть частью этого процесса. Я считаю, что реализация подобных проектов, она важна не только для одного региона, она важна для всей России. Эти проекты помогают народам нашей страны, где бы они ни жили, развиваться, сохранять свою культуру, развивать ее, приумножать культуру, обогащать ее. Я считаю, что эти гранты идут на пользу не просто отдельному народу, я считаю, что эти гранты идут на пользу всему обществу, всей нашей большой многонациональной стране. Следующая поездка активистов Чувашского национального конгресса в Тюменскую область состоится уже в начале июня этого года. В Нефтеюганске планируется проведение всероссийского акатуя.
И в Ярковском районе Тюменской области состоится областной праздник плуга и земли. Репортаж подготовили Зоя Яковлева, Елена Светлая.